Девушка стала жертвой мести и шантажа. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое спорное событие произошло с нашей соотечественницей. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Следственные органы Москвы расследуют обстоятельства смерти уроженки Таджикистана, погибшей под колесами поезда. По словам очевидцев, утром 9 декабря 21-летняя Рахима Каримова, студентка 4-го курса Российского государственного геолого-разведочного университета, совершила суицид, бросившись под поезд. Близкие погибшей студентки утверждают, что некий молодой человек создал от имени Рахимы фейковую страницу в Инстаграме и выкладывал там ее фотографии, переделанные на непристойные при помощи фотошопа. Тело Рахимы Каримовой пока не передано родным и близким. Азиза, тетя Рахимы, говорит, что ее племянница была отличницей и должна была закончить университет с красным дипломом. По ее словам, некий молодой человек решил взять Рахиму в жены, но, получив отказ, решил опорочить и унизить ее в сети. Он выкладывал на фейковые страницы Рахимы в Инстаграме ее отредактированные голые фотографии. Каждый день обещал выкладывать новые фото. Бедная девушка была очень напугана. Последний раз молодой человек обещал публиковать интимное видео Рахимы. Это, скорее всего, стало последней каплей, которая переполнила чашу ее терпения. «Моя бедная племянница стала жертвой мести и шантажа», — сказала она 14 декабря. Родные и близкие Рахимы знают молодого человека, из-за действий которого молодая девушка наложила на себя руки. Необходимую информацию о нем уже передали московским следователям. Как вам такая ситуация? Многие были в шоке в институте, когда узнали и подробности. В предсмертном письме Рахима не упоминает никаких имен, она лишь извиняется за то, что принесла родным и близким страдания. Молодая девушка пишет, что ей лучше умереть, и что она ненавидит себя. В письме она просит прощения у своего отца. «Пап, извините. Сколько бы я ни просила прощения, этого недостаточно. Пожалуйста, не вините меня. Вы несколько раз сказали, что я опозорила вас. Извините, пап, я не могу смотреть вам в лицо». В конце письма Рахима благодарит сестру, которая всегда была рядом и понимала и чувствовала ее. Судя по письму, у родных и близких после публикации откровенных фото в Инстаграме возникли сомнения по поводу ее непогрешимости. «Мама, ты несколько раз спросила, девственница ли я. Клянусь Богом, что я девственница. Успокойтесь, пожалуйста», — пишет Рахима. Родные Рахимы Каримовой намерены добиваться наказания человека, который опорочил ее в сети и таким образом довел до самоубийства. Адвокат Наргиз Муладжанова, которая оказывает юридические услуги семье погибшей студентки, говорит, что родные Рахимы собрали множество документов и доказательств, которые скоро передадут следственным органам. Она не исключает возбуждение уголовного дела по факту шантажа и доведения до самоубийства. В таджикском сегменте социальной сети Инстаграм в последние несколько лет стали крайне популярны группы с порнографическим подтекстом, куда мужчины сливают интимные фотографии, номера телефонов, адреса и прочую личную информацию о своих бывших женах, девушек и тех, кто не стал ими. Наргиз Муладжанова говорит, что девушки, жертвы такого рода шантажа, должны встать на тропу войны с безнаказанностью в интернете. И в этой борьбе, по ее словам, родные и близкие должны быть рядом с ними, а не обвинять девушек, не зная всей ситуации. Если скрывать эти факты, занимающиеся этим неблагопристойным делом, люди становятся смелее. Необходимо найти их и наказать. Многие пользователи, конечно, понимают, что фотографии девушек переделаны в непристойные с помощью фотошопа. Случая с Рахимой могло не произойти, если бы другие без вины виноватые девушки обращались в правоохранительные органы. С другой стороны, родные и близкие должны встать на защиту жертв вместе или шантажа. Таджикские девушки больше всего боятся позора. Трагических случаев можно избежать, если отец скажет дочери, что он верит ей. И она не должна бояться ничего, говорит адвокат. Сотни девушек в прошлом написали заявление в милицию на мошенников, которые при помощи фотошопа переделывали их фото на непристойные и размещали в сети с соответствующими комментариями, а за удаление требовали денег. Часто пострадавшие предпочитают заплатить, чтобы сохранить репутацию. А как вы относитесь ко всей этой ситуации и как стоит поступать? Напишите, пожалуйста, свое мнение. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.